эфире программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе Абхазия вспоминала двух своих достойных сынов. Первого президента Абхазии Владислава Арзенба, строителя абхазского государства и лидера, который привел республику к победе в Отечественной войне народа Абхазии, и второго президента страны Сергея Багапш, с именем которого связано признание международной независимости Абхазии. 10 лет назад не стало Владислава Арзенба, первого президента и духовного лидера Абхазии. 4 марта люди со всех районов страны съехались к мемориалу великого человека, чтобы почтить его память и возложить цветы. Среди них руководство страны, общественность. Отдать дань памяти своему великому наставнику пришли сослуживцы и друзья первого президента. В тот же день экспозиция в Музее боевой славы представила более 70 архивных фотографий первого президента Абхазии. На снимках сам Владислав в разные периоды его жизни, с людьми, которые находились в его ближайшем окружении. Здесь много фотографий со встреч с иностранными делегациями, в кругу семьи и друзей. Те, кто лично был знаком с Владиславом Григорьевичем, отмечают, что выставка позволила оживить в памяти события прошлых лет. Она открыла в наших душах новые воспоминания, ностальгические воспоминания, в первую очередь по Владиславу ностальгия, и во вторую очередь по нашему обществу, которое тогда действительно было консолидированное, действительно могла идти под флаги нашего лидера и могла совершить любые героические подвиги. 4 марта второму президенту Абхазии Сергею Багапш исполнился бы 71 год. В селе Джгярда у мемориала Сергея Васильевича в этот день всегда многолюдно. Сюда приходят, чтобы отдать дань памяти человеку, внесшему неоценимый вклад в дело международного признания и развития абхазского государства. Почтить память Сергея Багапш и возложить цветы к его могиле в село Джгярда приехали руководители страны, общественность, школьники. Второй президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни на 63-м году 29 мая 2011 года. Памятные мероприятия, посвященные первым двум президентам, состоялись после очередного политического кризиса в республике. 2 марта кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был экстренно госпитализирован. Лидеру оппозиции стало плохо в Сочи, где он находился после возвращения из Москвы. 3 марта с утра у здания Кабинета министров собрались несколько сотен сторонников Аслана Бжания с требованием отставки министров силового блока и глав районных администраций. В течение дня и в Кабинете министров, и в парламенте проходили встречи с участием депутатов, общественности и других кандидатов в президенты. Также в течение дня менялись и выдвигаемые требования. В связи с этим исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел заседание Совета безопасности, в работе которого приняли участие спикер парламента, главы министерств и силовых ведомств. Вечером 3 марта состоялась встреча исполняющего обязанности президента Валерия Бганба с кандидатами в президенты Адгуром Арзенба, Леонидом Дзябшба и кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба. По итогам переговоров было заявлено, что решение о возможном переносе президентских выборов будет принято только после того, как Аслан Бжания лично выскажет свою позицию. Примерно в 21:00 сторонники кандидатов покинули площади у здания Кабинета министров и администрации президента. В связи с госпитализацией кандидатов в президенты Аслана Бжания предвыборные штабы других кандидатов Адгура Арзенба и Леонида Дзябшба временно приостановили участие в выборной гонке. В пятницу 6 марта после известия о том, что самочувствие Аслана Бжания значительно улучшилось, предвыборные штабы всех трех кандидатов в президенты возобновили свою работу. Очередное политическое потрясение в стране случилось незадолго до Международного женского дня, который отмечается в это воскресенье. Почему важно, чтобы представительницы прекрасной половины человечества шли в политику и во власть? Как усиление роли женщины во всех сферах жизни сказывается на стабильности в обществе? И что делать, чтобы женщины могли влиять на принятие важных для людей решений? Мы побеседуем с известным общественным деятелем Абхазии, членом Золотого парламента и руководителем Ассоциации женщин Абхазии Нателлой Акаба. Здравствуйте, Нателла Нуриевна.
Здравствуйте, Бела. Очень рада приветствовать вас в нашей студии в преддверии Международного дня женщин. И мы не могли вас не пригласить. Вы известный общественный деятель, много лет руководили Общественной палатой Абхазии и член Золотого парламента Абхазии. Спасибо. Очень здорово, что вы здесь. Спасибо за приглашение, потому что для меня вот эта тема Международный женский день – это очень такая актуальная тема. Как бы вы оценили роль женщины в нашей стране с учетом того, что происходит у нас и сейчас, и ранее, и с учетом того, что принимаются многие решения, которые непосредственно и касаются женщин? Ну, очень неоднозначная у нас вот роль женщин в обществе, потому что, согласно нашим национальным традициям, женщина все-таки пользовалась всегда большим уважением, и ее защищали от каких-то там насильственных действий. Но в то же время роль женщины была так четко ограничена домом, семьей. Она должна была быть хозяйкой, там, матерью, женой и не более того. Ну и это, конечно, вот эти стереотипы, они сильно влияют на сегодняшний статус женщины. И я считаю, что, к сожалению, у нас на уровне властных каких-то структур женщины, они есть, но они в основном не занимают такую вот решающую роль. И у нас только 2 женщины-министра, как вы знаете. Я считаю, что это не очень хороший показатель. Вы затронули тему традиций, да? Да. Но были и примеры того, что женщины-воины, женщины ходили вместо мужей и сыновей там, на войну. Это как-то не учитывается? Нет, это мы все имеем в виду. Кстати, мы недавно проводили социологический опрос о том, как в Абхазии воспринимается понятие мужественности и женственности. И очень интересные получили результаты. Но вот есть разница между тем, как старшее поколение и младшее воспринимает. Ну, пожилые люди считают, что женщина должна быть мягкой, послушной, а мужчина должен быть смелым, стойким, а иногда даже агрессивным, когда вот этого требуют обстоятельства. А у молодежи нет вот таких вот больших различий. Они считают, что женщина может быть мужественной, но мужчина не должен быть женственным. Так что есть, конечно, вот такие некоторые противоречия у нас в отношении к женщинам. Ну, как вы все-таки считаете, почему во многих властных структурах женщины так слабо представлены в парламенте, слабо очень представлены женщины? Почему у нас так складывается? Хотя я не считаю, что у нас самое отсталое общество. Ну, мы не будем сейчас себя сравнивать с мусульманскими странами. Там вот еще и вот религиозный фактор играет роль. Но, конечно, очень как-то вот обидно то, что у нас количество женщин в парламенте снижается. Раньше было больше. Ну, я не скажу, что их было много, но все-таки было немножко больше. Постепенно вот все ниже уровень представленности женщин. Вот в последних 2 парламентах, как мы все знаем, только 1 женщина. И это, конечно, огорчает. Почему? Потому что, во-первых, сами женщины не всегда готовы участвовать в выборах, потому что у нас, вы знаете, выборы у нас проходят так очень неоднозначно. Наша избирательная система, она несовершенна, я так считаю. И если бы все-таки у нас провели реформу избирательной системы, как вот об этом давно уже говорят, чтобы сделать смешанную систему, то есть мажоритарно-пропорциональную, то, возможно, можно было бы что-то изменить, потому что если в закон о политических партиях Абхазии внести какие-то изменения, ввести туда систему квотирования, то это можно было бы сразу очень хорошо провести. Вот как раз вы предварили мой вопрос. На следующий год предполагаются парламентские выборы. И вот вы за квотирование мест для женщин в этом парламенте? Или же все-таки считаете, что нужно по другому принципу выбирать депутатов? Я считаю, что вот квотирование должно быть по партийным спискам. А просто так квотирование, это не сработает, на мой взгляд. А вот если в закон о политических партиях
внести какие-то изменения и туда вот ввести вот эту вот систему квот, то тогда ситуация может измениться. И, кстати говоря, не только в отношении женщин надо квотирование вести, но и в отношении этнических общин, потому что я считаю, что это не очень хороший показатель, что у нас уже много лет в парламенте ни одного русского нет. Армяне есть, но русского нет. Это не очень хорошо, конечно. Так что вот надо, мне кажется, через партии менять вот эту ситуацию. Скажите, пожалуйста, что предполагает Ассоциация женщин Абхазии, которую вы возглавляете, делать для того, чтобы как-то более усилить роль женщины в обществе, во власти, во властных структурах различных? Ну, мы уже 20 лет работаем, даже уже немножко больше. И в 2008 году, благодаря поддержке Батала Кабахи, который тогда был депутатом парламента, и благодаря позиции спикера Нукзара Ашуба, нам удалось пролоббировать закон о равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин. Но надо признать, что этот закон так и не заработал, потому что то, что его принял парламент, этого недостаточно. Надо было внести определенные изменения в какие-то законы, в частности, вот закон о выборах как-то надо тоже менять. Скажите, пожалуйста, будет ли выдвигаться, например, может быть, от вашей организации во власть какая-нибудь дама для того, чтобы представлять интересы женщин в том же парламенте? Я думаю, от нашей организации никто не будет, потому что так скептически мы все настроены в отношении реальных каких-то возможностей для женщин вот при данной избирательной системе попасть в парламент. Еще, знаете, есть такая не очень приятная причина, то, что у нас отсутствует женская солидарность. Вот я точно знаю, что очень часто женщины не голосуют за женщин. Это тоже, наверное, вот результат вот этих наших патриархальных традиций. Считают, наверное, что лучше за мужчину проголосовать, чем за женщину. При том, что мы все, я думаю, вы тоже понимаете, что у женщин больше склонности к справедливости, к решению каких-то социальных проблем. Не зря вот в российском руководстве женщины в основном занимаются решением вот таких социальных проблем. И, кстати, женщины очень активны в сфере защиты прав человека. Это надо тоже принимать во внимание. Но, к сожалению, вот я считаю, что наше общество пока не готово. Скажите, пожалуйста, а почему нет такой солидарности? Вот все-таки очень странно, вот мужчины, они солидарны друг с другом, да, поддерживают друг друга. Почему нет такой солидарности у женщин? Вот с чем это объясняет? Это психологические какие-то причины, или они сами себя так позиционируют, как бы ниже, что ли, чем достойны того? Да. Ну, вот я считаю, что это результат наших вот этих гендерных стереотипов, что женщине не место в политике. Пусть вот занимается, там, рожает детей, воспитывает их, за мужем ухаживает. В основном вот так все считают. А вы знаете, вот молодые наши вот женщины, с кем мы работаем, наши девушки-студентки, там, в общем, у них уже какие-то есть такие амбиции. Они больше склонны участвовать в выборах и побеждать на них, чем женщины старшего поколения. Вот у тех пока нет такого потенциала. И вот я считаю, что то, что сейчас инициирует вот этот конкурс «Гордость Абхазии», возможно, это сыграет положительную роль, и тогда у женщин появится больше возможностей заняться какими-то управленческими функциями. Скажите, насколько актуально, я знаю, что организация ваша занимается проблемами домашнего насилия, вообще гендерного неравенства. Да. Вот, и насколько вы считаете это актуально для Абхазии? Я знаю, что многие не любят говорить на эту тему, многие считают, что она надумана. Ну вот все-таки, наверное, есть какие-то доказательства у вашей точки зрения? Конечно. К сожалению, эта тема актуальна для Абхазии. Но, кстати говоря, Абхазия не исключение. Это глобальная проблема, она есть даже в самых таких процветающих в экономическом плане странах Европы, и в России эта проблема существует. Так что думать, что вот для нас это не актуально, это просто совершенно неправильно. К сожалению, это существует проблема, но
женщины не все готовы об этом говорить открыто. Но вот у нас уже несколько лет работает кризисный центр для женщин, куда приходят постоянно женщины, иногда с детьми, и мы стараемся оказать им психологическую, юридическую, ну, а социальную помощь, к сожалению, у нас пока не получается, потому что для этого нет достаточных ресурсов. Вот если бы государство тоже как-то подключилось к решению этой проблемы, то тогда было бы гораздо больше возможностей. Вот в России, например, есть такие кризисные центры, которые поддерживает государство, хотя в России тоже нет закона о домашнем насилии пока еще. И там женщины получают не только вот психологическую, юридическую помощь, но и социальную помощь. То есть ну, там какие-то небольшие денежные средства им выделяют, там, если надо, квартиру снимают. Вы понимаете, это такая сложная проблема. Вот у нас бывает, женщины приходят в таком ужасном состоянии, и что мы можем им предложить? Мы не можем их оставить у себя там на временное проживание. У нас нет таких возможностей, а вот в российских кризисных центрах есть. Так что... А вообще властная структура никак не подключается к этому вот проекту? Пока нет. Пока вот нет осознания того, что это актуальная проблема. Ну, кто-то вот делает вид, что этого нет, а кто-то просто реально верит в то, что этого нет. И мы же пытались, встречались с депутатами парламента вот этого последнего созыва, и показали им концепцию закона о домашнем насилии, но почему-то большинство депутатов считают, что все равно этот закон не будет работать. Странная вещь. Парламентарий принимает решение, которое непосредственно касается жизни и здоровья женщины. Причем не спрашивая мнения самих женщин. Я говорю об этом известном законе об отмене абортов, запрете абортов. Да. Вот как вы расцениваете сам этот закон и можно ли как-то дело пустить, скажем так, вспять? Есть ли вообще такие какие-то предпосылки для этого? Это очень актуальная тема. Мы в свое время, вот когда это был принят, эти поправки в Конституцию, вот самое такое вот серьезное, это то, что для того, чтобы изменить это, надо поправки в Конституцию внести. А для этого нужно, сами понимаете, чтобы большинство, абсолютное большинство депутатов проголосовало за это. Без этого нельзя принять поправку. Но дело в том, что когда этот закон был принят, мы очень, конечно, были озабочены. Мы тоже согласны с тем, что аборт – это, конечно, очень негативное такое явление, но при этом надо учитывать, что бывают у женщин такие обстоятельства, там проблемы со здоровьем, или выясняется, что ребенок, который у нее уже в утробе, так сказать, находится, он неполноценный, что там у него отсутствуют какие-то органы. И в таких случаях обычно всегда во всех странах женщина может сделать аборт по медицинским показаниям. Но у нас это не предусмотрено, просто отмена и все. И мы провели социологический опрос, и очень многие, большинство людей сказали, что это неправильно, надо внести поправки в этот закон. Никто не сказал, что надо вообще полностью отменить этот закон, потому что аборт, это, конечно, негативно очень влияет на нашу демографическую ситуацию, все это понимают. И вообще это грех, конечно. Но при этом вот бывают такие жизненные обстоятельства, что женщина вынуждена сделать аборт. И мы после проведения вот этого соцопроса, мы подготовили такой обобщающий доклад и провели форум, женский форум, и пригласили туда тогдашнего спикера парламента, это был Валерий Рамшохович Ганба, и часть депутатов, но это был прошлый состав парламента, как вы помните. И мы вот при них вот это все обсудили, зачитали вот это наше обращение, которое мы составили, и отправили такое же обращение в администрацию президента.
в парламент и в правительство. Но ничего не изменилось. Знаете, я вот с сожалением должна констатировать, что в Абхазии мнение общественности сейчас пока как-то вот на уровне власти оно не слышно. А вообще вы проводили какие-то статистические исследования в том плане, как этот закон отразился в обществе у нас? Есть такие статистические данные? Статистических данных у нас нет, потому что не все женщины готовы открыто говорить, но мы знаем немало фактов, когда женщины едут в Россию, иногда в Грузию, а иногда и здесь им делают подпольные аборты. А некоторые женщины сами принимают какие-то лекарства, которые вызывают вот такие выкидыши. Да. И, к сожалению, иногда это приводит к очень таким катастрофическим последствиям, что эта женщина уже больше никогда не станет матерью. Но вот государство, к сожалению, как-то пока не принимает во внимание такие ситуации. Мы должны над этим работать. Мы затронули с вами деятельность парламента. Вы были членом Золотого парламента Абхазии, которым все мы гордимся. И хотелось бы узнать вашу оценку работы нынешнего созыва и вообще вот деятельности парламентариев за последние годы. Знаете, вот в те времена, вот когда я была депутатом, у нас было такое единство по всем вопросам. Мы всегда принимали решения вот практически единогласно. Но это после того, как грузинская фракция ушла, и мы очень были сплоченными тогда. Не было у нас вот какого-то политического противостояния. А сейчас, к сожалению, мы все видим, что это во всех структурах наших, и в парламенте, и в обществе. И это, конечно, очень серьезно препятствует нашему продвижению вперед и работе парламента для того, чтобы принимались какие-то эффективные законы. Вы же знаете прекрасно, вот как много законов, которые пытаются общество лоббировать, но они пока еще не принимаются. Это все из-за отсутствия такого единства в парламенте. Да, выборное законодательство, 20-я статья Конвенции ООН, которая все вот сейчас проходит голодовку. Кстати, участвует и женщина в этой акции, и импонирует то, что люди вот таким мирным способом пытаются донести свою точку зрения. Да. Но вот очень важно, чтобы все-таки голос общественности был как-то услышан. Вот я когда работала в общественной палате, меня это тоже очень огорчало, что постепенно как-то мнение общественной палаты вообще игнорироваться стало. И вот это стало причиной того, что я решила уйти и считала, что это пустая трата времени, потому что мы разрабатывали очень много всяких предложений, рекомендаций, но почти ни одно из них не было принято во внимание во власти. Так что надо, чтобы голос общества все-таки был слышен во власти. Как вы думаете, вот сейчас у нас такая неспокойная ситуация, вот этот кризис, который так перманентно то обостряется, то идет на нет, а потом опять обостряется, потом опять проходит. Вот общество переживает наше непростое время, и если бы во власти было больше женщин, может быть, эти процессы, как вы считаете, шли бы немножко по-другому? Ну, это еще зависит от того, каких женщин было бы больше, потому что женщины тоже бывают достаточно такими агрессивными, не умеющими находить какие-то компромиссные решения, но все-таки от природы женщине, конечно, больше свойственно приходить к какому-то соглашению, не использовать какие-то вот насильственные методы. Так что, наверное, все-таки больше женщин, это больше стабильности будет. Ну и потом, наверняка, если женщины очень хорошо и широко представлены во власти, в различных структурах, то это и показатель уровня цивилизации государства. Естественно, конечно. Цивилизованности. Да, правильно. Это показатель того, что мы соблюдаем нашу Конституцию, в которой, как вы знаете, правам человека целая посвящена глава. И там тоже говорится, что все люди равны, независимо там, от национальности, пола и так далее. И надо все-таки, чтобы это было реализовано. Наталья Владимировна, как вот вы считаете, все-таки как преодолеть вот эту ситуацию, да, что у нас женщины плохо в себя верят, слабо в себя верят, считают, что если они пойдут во власть, их осмеют, хотя в бизнесе они очень хорошо себя проявили, да.
Как сделать так, чтобы они больше верили в свои силы и, правда, приносили больше пользы нашей стране? Знаете, очень важно воспитание в семье. Не надо девочке внушать, что твое место – это только на кухне. А мы же знаем, что в университете, слава богу, и в СОИ учатся даже больше девочек, чем мальчиков. Кстати, это позитивная очень черта абхазского народа, то, что всегда старались девочкам давать образование. По крайней мере, с советских времен так было. Так что у нас есть женщины с потенциалом, образованные, решительные такие, которые являются истинными патриотками своей страны. Но они не находят себе применения во власти, и поэтому у нас в гражданском обществе преобладают женщины. И я считаю, что они играют там позитивную такую роль. И небольшое ваше обращение в связи с праздником к нашим прекрасным женщинам. Конечно, я желаю всем нашим женщинам, независимо от возраста, национальности, дай Бог, чтобы все в Абхазии было спокойно, стабильно, чтобы мы развивались, и чтобы наши дети и внуки себя чувствовали здесь прекрасно. И всем женщинам желаю быть более уверенными в себе и такими амбициозными. Спасибо вам. Спасибо. Я благодарю вас за интервью. Поздравляю вас тоже. Спасибо. Я вас тоже, праздником. весь коллектив АГТРК поздравляю. Удачи, успехов во всем. Спасибо. До свидания. 2 марта участники инициативной группы в поддержку 20-й статьи Конвенции ООН приняли решение организовать бессрочную акцию голодовки. Главное требование, которое они выдвигают по отношению к парламенту республики – внесение поправок в принятый в этом году закон. На вторые сутки акции был организован сбор подписей среди населения в поддержку идеи участников голодовки. В субботу минул уже 6-й день с тех пор, как Джансух Адлиба, Иван Ачба и Асида Кортуа отказались от еды. Репортаж Амелии Бисмарк. 6 февраля 2020 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял закон о декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Тогда в поддержку документа выступило большинство присутствующих на заседании парламентариев. Однако был озвучен и ряд аспектов, которые станут непосредственным препятствием при реализации данного закона, если до этого момента не будет принят другой смежный закон о государственной службе. В законодательстве Республики Абхазия отсутствует понятие «публичный орган» и «публичный служащий», «публичные полномочия». Поэтому локальное употребление данных терминов, представленных в законопроекте, нарушает единство и тождественность их употреблений в разных уже действующих нормативно-правовых актах, что создает трудности в правоприменительной практике. После этого мы в данном отделе Народного собрания провели консультации и пришли к тому, что в будущем нам еще позавчера нужно было принять закон о государственной службе, но у нас его сейчас нет. Естественно, что процедура принятия закона о государственной службе, а затем реализация закона о декларировании доходов займет определенное время. Срок, который для проведения всей процедуры обозначили депутаты, составляет около года. Однако с этим решением категорически не согласны участники инициативной группы, выступающие в поддержку антикоррупционного законодательства на протяжении долгого времени. Они организовали бессрочную акцию голодовки и обозначили ряд требований, в которые входит также и внесение поправок в принятый 6 февраля закон. Стандартный закон для всех стран, то есть таблица умножения в Киргизии или в Армении или в Абхазии не сильно отличаются друг от друга. Вы декларируете собственность, а постоянная отсылка к закону о госслужбе нам непонятно. Кстати, и большинство депутатов также непонятно этого. Большинство депутатов были согласны на наших многочисленных встречах, что понятие «должностное лицо» определено в законе. Это лицо, исполняющее контрольно-надзорные функции, административно-хозяйственные, функции распределения финансовых средств и лицо, принимающее кадровые решения. Под определение должностного лица не подпадают ни технички, ни водители, ни все другие, которым, можно будет сказать, мы не понимаем, что такое должностное лицо. Это отсылка в никуда. Абсолютно. Закон о госслужбе надо принять, надо было уже 7 лет принять.
Но закон о декларировании, честному чиновнику нет никаких проблем задекларировать свое имущество и объяснить происхождение своих средств. Член инициативной группы, выступающий в поддержку 20-й статьи Конвенции ООН Астамур Какалия, отметил, что акция голодовки, которую организовали его соратники, является крайней и вынужденной мерой. Однако отговорить их от ее продолжения не представляется возможным. Люди не собираются отступать. Действительно, на 6-й день голодовки участники акции поражают своей стойкостью. Зураб Ачба 17 лет тому назад так сказал, политик, абхазский политик сказал такую вещь. Если мы не накажем своих преступников, невзирая на родственные связи, кто чей родственник, кто чей брат, сват, мы будем жить в сознании сельского племенного сознания. Или мы победим преступность, или преступность нас съест. Спустя 17 лет после слов Зураба Ачба преступность нас не съела, она нас проглотила. И если мы не искореним сегодня преступность, если мы не сделаем основные шаги, нужные шаги, мы потеряем свой суверенитет, мы потеряем свою страну, мы потеряем свою культуру, язык и традиции. Среди участников акции есть женщина. Асида Кортуа рассказала нашей съемочной группе о том, что накануне был организован сбор подписей в поддержку их идеи. 2 дня мы просто безрезультатно сидели, никаких попыток с нами выйти на контакт не было ни у кого. Кинули клич на подписи, очень быстро подхватили. Сейчас сбор подписей идет в Кварчалах, в Гаграх, Пицунду забрали, в Гудаутах. И у нас здесь уже... В общем, по таким приблизительным подсчетам, около 4-5 тысяч голосов у нас уже есть. К месту акции постепенно стягиваются люди и заносят свои подписи в протокол, тем самым поддерживая требования протестующих. Инициативная группа, организовавшая такую голодовку, я полностью поддерживаю. Более того, есть о чем говорить, есть о чем сказать. Но это дело будущего характера. Нам хочется видеть свою страну богатой. У нас немало ресурсов, немало у нас доходов сегодня. Но приходя во власть, наши депутаты и руководители страны забывают о самом главном. Это что? Люди, простые граждане сегодня как живут и как живут они. Мы видим сегодня все это, и реагируя на это, все люди приходят и не просто так приходят и подписывают эту бумагу. И подписывают это с болью и понимая то, что мы за 5 лет или после пройдет время, в какой мы ситуации окажемся. Нам больно и нам стыдно должно быть. Это неравенство, как простые граждане живут, а вокруг это скрыть невозможно. По поручению Минздрава за состоянием голодающих постоянно следят медики. На 6-й день акции у некоторых участников уже проявляются характерные симптомы недомогания. На 2-й, на 3-й день, как обычно это по клиническим симптомам и есть, имеет место снижение сахара в крови, и появляется у человека чувство слабости резкое, иногда головокружение, клинический тремор, то есть дрожание конечностей. Если рассматривать эту ситуацию в продолжении времени, то, естественно, процессы усугубляются. Любое голодание, оно чревато последствиями. Это стресс для организма. Без проблем пройти не может ничего абсолютно. Поэтому, если аспекты политические оставить за гранью, то, конечно, с чисто человеческих позиций нужно прекращать голодание. Даже лечебно это всегда имеет свои последствия. А тем паче вот такое произвольное. Конечно, здесь нужно думать о состоянии здоровья людей, которые на крайнюю меру пошли. Заключение врача свидетельствует о том, что здоровье Джансуха Адлиба, Ивана Ачба и Асиды Кортуа в любой момент может усугубиться. А что думают по этому поводу жители столицы? Мы решили провести спонтанный опрос в Сухуме. А буквально 2 кварталами ниже, в той же центральной части Сухума, люди практически не знают о той мирной акции, которая проходит на площади Свободы в поддержку 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции. Мы узнали об этом, поговорив с ними. Честно, не в курсе сегодня. Не слышали, да? Ну, я как-то не заинтересована. Спасибо. Если честно хотите, я не понял, касаемо чего конкретно это идет, и за это я не поставил свою подпись. Они приносят себя в жертву, получается, что, и они рассчитывают на то, что это приведет к каким-то результатам, что их услышат, их поймут, и
примут какие-то меры. Чтобы не случилось этих жертв, в которых никто не заинтересован, участников акции голодовки пригласили в Общественную палату республики, чтобы еще раз обсудить сложившуюся ситуацию и найти возможные пути ее разрешения. На встрече также присутствовал депутат парламента Натали Смер. Давайте сядем, проштудируем от А до Я весь принятый нами закон, который вступит позже, с 1 января 2021 года. Давайте сядем, отметим пункты. Вот этот пункт согласен, не согласен. Это приведем в соответствие. Я еще раз могу предложить свою работу, свое участие. Участникам акции было предложено перенести голодовку в здание Общественной палаты. Однако активисты отметили, что они не перестанут протестовать, пока их требования не будут удовлетворены. Благодарны вам за такое участие и соучастие в этом процессе. Но требования у наших голодающих остаются прежними. Из площади они уходить не будут. Хотя я ужасно не люблю революции, площади, но они там будут стоять. С участниками акции пообщался еще один депутат парламента Астамур Логуа. Есть вещи, с которыми наши друзья не согласны, представители общественности, ратующие за принятие данных поправок. В первую очередь это надо связать с тем, что людей беспокоит, во-первых, сроки. Когда мы принимали закон, мы высказались за то, что парламент принял его, что он вступит в силу после принятия закона о государственной службе. И примерно мы срок обозначили 1 января 2021 года. С этим не согласны наши друзья, раз. Второе, с чем они не согласны, это с тем, что в закон не попали, скажем так, близкие родственники декларанта. В данном законе, значит, объектом декларирования декларантом является супруг супруга, то есть чиновник, супруг супруга и несовершеннолетние дети. В близлежащих странах закон принят именно в такой редакции. Однако в реалиях Абхазии здесь необходимы поправки в части, касающейся родственников декларанта, считают участники голодовки. Это была моя поправка, предлагаемая расширить круг декларантов и включить такое понятие, как близкий родственник. Затем меня поддержали и товарищи наши общественники, но, скажем так, закон был принят немножко по-другому, и туда близкие родственники не попали. Но опять же, если говорить о самом понятии близкие родственники, надо ссылаться на семейный кодекс, на гражданский кодекс, и там оно разнится понятие, кто в какой круг, кто первого круга близкий родственник, кто второго, кто третьего. Мы же говорили если убрать слово само близкий родственник, говорили, декларант, допустим, он мужского пола, его супруга, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, родители декларанта, то есть мать и отец, и родные брат и сестра. И, на мой взгляд, тогда бы и ребята говорили, что это было бы прозрачнее и так далее. Хотя и это не отменяет оформление чего-то на соседа, на друга и так далее. Наверное, это было бы более прозрачно. Но сегодня мы имеем то, что имеем. А наши общественники и проводящие сегодня товарищи, эту акцию голодания, правильно так, голодовки, голодания, они требуют незамедлительно включить то, о чем мы говорили ранее, в виде поправки и проголосовать на ближайшей сессии за проект закона с данной поправкой. Активистов также смущает гриф «секретность», который имеет место в содержании закона о декларировании доходов. Главное требование протестующих касается сроков принятия поправок, а также вступления в силу закона о декларировании доходов без относительно принятия закона о госслужбе. Они аргументируют свою позицию тем, что считают необходимым, чтобы государственные чиновники и кандидаты в президенты Абхазии успели заполнить декларации о своих доходах до грядущих выборов на пост главы государства. Тоже интересная, поправка, о которой они говорят, и на этом очень сильно настаивают. Но что касается, кандидатов в президенты, я, конечно, не могу никому советовать, тем более указывать, кто как себя может повести, но мне кажется, что всех кандидатов в президенты мы хорошо знаем, и люди абсолютно не закрытые для общества нашего, а один из кандидатов вообще соавтор этого закона, я думаю, что они могут и без данного закона заполнить декларацию и предъявить ее на суд общественности. Так это мое мнение, если касаться кандидатов. А что касается принятия его с этими поправками и вступления его в силу немедленно, для того, чтобы успеть до 30 апреля заполнить эти декларации, еще раз повторюсь, как их друг, соратник, как вообще гражданин Абхазии, который поддерживал все эти начинания, в ближайшее время, когда мы встретимся, я предложу руководству парламента, предложу своим коллегам внести на сессию ближайшую, опять же,
те поправки, которые требует общество. Ну, еще раз повторюсь, насколько мне известно, уже собрана петиция, более 5000 человек подписали. Это очень хорошо, что в абхазском обществе наши люди хотят вот таким цивилизованным образом. Мы знаем, какие еще бывают, да, методы, не очень красивые, не красящие ни одну, ни другую, никакую из наших сторон политических. Но вот таким образом подходят к этому вопросу. Значит, гражданское общество в Абхазии живо, значит, люди интересуются, значит, вот такого рода законами, проблемами, и я очень надеюсь, что мы пойдем вперед. Первая неделя марта ознаменована праздниками, а значит и выходными. Тем временем, пока народ отдыхает и все госучреждения закрыты, Джансух Адлиба, Иван Ачба и, несомненно, сильная женщина Асида Кортуа продолжают свою акцию голодовки на главной площади страны. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков, Роберт Ломия для событий недели. Приказом министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия в Абхазии начала работу круглосуточная горячая телефонная линия по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции в республике. Любой желающий может позвонить в любое время дня и ночи и по телефонам 226 44 52 и 226 49 55 и получить консультацию специалиста по любым вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. Министерство здравоохранения и социального обеспечения ввело строгий карантин и ограничило проведение массовых мероприятий до 7 апреля в связи с эпидемией коронавируса в мире. Приказ о карантине включает в себя более 18 пунктов, где содержатся все стандарты, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Какие карантинные меры уже вступили в силу в республике, узнавала наша съемочная группа. Строгий карантин включает в себя целый комплекс мер, направленных на профилактику и борьбу с коронавирусом. Медперсоналу всех лечебных учреждений Абхазии при работе с больными предписано постоянно использовать средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, а также ультрафиолетовые облучатели в палатах. Кроме того, доступ родственников и посетителей теперь строго ограничен. Поступают, если обычно поступают с осложнениями вирусных инфекций вообще, мы их госпитализируем в терапевтическое отделение. Отделение у нас оснащено необходимыми противовирусными препаратами, антибактериальными препаратами и необходимым количеством растворов для инфузий. Карантин объявляется в лечебных учреждениях, строгое посещение только для больных и по пропускам и меры профилактики, с кем контактируется наш персонал, маски, бахилы. Как отмечают в Минздраве Абхазии, ведомство совместно с Абхазфармацией снабжает государственные лечебные учреждения медикаментами, средствами индивидуальной защиты и тест-полосками для определения коронавируса. В данном приказе также отмечается следующее. То есть, как только выявляются подобные случаи, во всех лечебных учреждениях главврачами назначены ответственные люди, ответственные лица, которые будут информировать как и нас, так и в первую очередь санэпидемслужбу. То есть своевременное реагирование на подозреваемых больных коронавирусом, а также больных, которые вследствие определенных обстоятельств могли скончаться от двусторонней внебольничной пневмонии. Будут создаваться консилиумы, совещаться доктора, вынося предварительный какой-то диагноз, да, и устанавливая причину смерти того или иного больного. Что касается запрета на проведение массовых мероприятий в Абхазии, то теперь они будут проводиться только после согласования с Министерством здравоохранения и с учетом рекомендаций главного врача республики. Нам, Министерству просвещения, было рекомендовано не проводить массовые мероприятия, там концерты или другие там спортивные мероприятия. Но пришли к выводу, что если эти мероприятия внутри республиканские, без привлечения извне, из других республик, то с разрешения Министерства здравоохранения имеем право проводить.
Карантинные меры по коронавирусу принимаются во многих странах мира. В соседней России выявлено 7 случаев заболевания. Более 20 тысяч человек находятся под наблюдением. Во многих российских аэропортах созданы санитарно-карантинные пункты. На базе крупных медицинских учреждений начинают работать стационары-изоляторы. В метро организуют дистанционную термометрию. В Италии дети не пошли в школу из-за коронавируса. Также на карантин закрыты школы в Иране, Объединенных Эмиратах, Японии. Всего в 15 странах. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, количество заболевших коронавирусной пневмонией превысило 95 тысяч человек. Количество смертей составляет 3285. Количество выздоровлений – 53 255. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам Абхазии воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Паспортное управление МВД Абхазии обращается к гражданам с убедительной просьбой своевременно обращаться в паспортные службы для получения готовых документов. О готовности паспорта сотрудники паспортных служб оповещают в индивидуальном порядке. Также есть возможность проверить готовность паспорта, перейдя на официальный сайт МВД Абхазии и в мобильном приложении. Согласно служебной инструкции, неистребованные паспорта по истечении 15 месяцев с момента их оформления уничтожаются. В целом по республике на сегодняшний день выдано 141 813 паспортов. Невостребованными остаются 1639. 1 марта в селе Нижняя Ишера Сухумского района произошел оползень, который утянул за собой часть дорожного полотна и проезжавший по нему автомобиль «Мерседес». В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели вытянули автомобиль при помощи автокрана. По данному случаю исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба провел совещание, на котором поручил профильным организациям провести предпроектные работы и геологические исследования с целью начала ремонтных работ. После совещания к месту схода оползня направились глава Сухумского района и начальник государственного управления по строительству. Репортаж Эсма Голландия. Из-за геологических особенностей местность под названием Шицкуара в селе Нижняя Ишера считается оползневым районом. На этот раз причиной исхода стали обильные ливневые стоки, которые подмыли крутой склон, из-за чего часть автомобильной дороги холмистой местности оказалась сильно разрушена. Это доставило жителям района немало хлопот и неудобств. К счастью, в поселке есть еще одна дорога, которой будут пользоваться на время проведения ремонтных работ. Этот участок, вообще это для нашего села, я сам здесь недалеко живу. Центральная дорога была, но объездная дорога здесь рядом есть. Пока мы ее будем эти дни приводить в порядок, чтобы люди могли пользоваться. Для того, чтобы произвести работу, нужно подготовить соответствующие материалы, документы, провести геодезию, потому что тут так просто подсыпать дорогу не получается. Нужно забить сваи. То есть дана команда, подготовим документы и будем проводить соответствующие работы. Сбор проектно-сметной документации начнется в ближайшее время. В первую очередь здесь пройдут изыскательские и геологические исследования, чтобы понять, на какой глубине залегают грунты, определить глубину необходимых свай и качественно спроектировать подпорную стену. На сегодняшний день видно, что порядка 60 метров будет железобетонная монолитная подпорная стена. На сваях других каких-то более простых вариантов нет. Мы тут рабочее совещание уже провели на месте со всеми заинтересованными службами. По предварительным данным, документация и все соответствующие акты будут подготовлены в течение 10 дней, после чего будет принято решение об источнике финансирования и начале ремонта дороги. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 6 марта, в день рождения выдающегося абхазского и русского писателя, классика мировой литературы Фазиля Абдуловича Искандера, в столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, состоялись мероприятия, посвященные памяти писателя. Был показан документальный фильм «День жизни» или «Фазиль Искандер» режиссера Ибрагима Чкадуа и фотовыставка «Фазиль и его окрестности». Организовали мероприятие Министерство культуры Республики Абхазия и Международный фонд культуры Фазиля Искандера. Арт-центр Мадина Саларб, инициатор проведения фотовыставки и кинопоказа, Институт культурного наследия и развития.
На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.